Вы смотрите программу «Израиль за неделю». В мае израильский идиш-кайт-проект «Gefilte Drive» отметил десятилетие. Юбилей всегда важен, тем более для коллектива, который поддерживает традиции идишской культуры, музыки, клейзмера и просто помогает улыбнуться израильтянам и не только на фоне всего происходящего. Гости нашей студии – лидер «Gefilte Drive» Александр Котлер и солистка группы Елизавета Хургина. Господа, приветствую вас, спасибо, что пришли. Добрый вечер, здравствуйте. С юбилеем вас. Поздравляю. 10 лет – это много, это действительно много. Какие выводы главные вот из 10-летнего периода существования группы вы можете сделать сейчас? Ох, какой обширный вопрос. Ну, во-первых, то, что все случается, все происходит. И, как ни странно, все меняется. И 10 лет пролетели очень быстро. Очень быстро и как-то даже незаметно. Вот. За это время мы успели сделать довольно много интересного и, как мне кажется, запоминающегося. Но как-то даже, когда мы вдруг сообразили, что вот уже 10 лет, для нас, для самих, это был своего рода сюрприз. Потому что казалось, что вот только начали, вот сыграли, вот первые гастроли, вот вторые, а потом опять гастроли, а потом клипы, а потом вот так, а потом вот так, потом пришла Лиза, к нам пришла Лиза, а потом ух ты, и вот в октябре мы будем играть большие концерты, посвященные десятилетию. Надеюсь, у нас все получится как задумано, и мы заодно сможем выпустить и второй альбом. Так вот, по крайней мере, планируем. Лиза, какие выводы у вас? Все случается, и все, что случается, оно не напрасно. Что я люблю историю того, как я пришла в группу. У нас разные версии. Абсолютно. Ну, естественно, что два еврея, три мнения. Классическая история. Классика, да. И получается, сколько я уже? 2 года в группе? Ну да, даже, по-моему, чуть больше. С ума сойти. Да. Вот эти 2 года тоже прошли незаметно, потому что, казалось бы, вот только что Саша позвонил и говорит: слушай, вот такая вот ситуация, вот у нас съемки, можешь ли ты заменить? Вот знаешь ли ты такую песню? Такая, ну, знаю. Ну, слышала. Мелодию точно знаю. Слова, ну, надо выучить. Ну, давай придешь на репетицию, попробуем. И как-то я пришла и попробовала, и понравилось всем. Да. Вроде как настолько, что уже 2 года, как всем нравится. На правах человека, который тоже заменяет, спрошу у вас про идишскую культуру в целом. Вот за 10 лет, что вы, Лиза, чуть больше 2, да, вы, Александр, 10, исполняете вот эти вот песни, ваш репертуар. Как изменилось отношение и вашей аудитории в целом, людей к идишской культуре? Во-первых, я начну с того, как изменилось наше отношение к идишской культуре, потому что идиш для нас стал не только языком бабушек и дедушек, который мы когда-то слышали, кто-то слышал, кто-то не слышал, а это еще и стал язык, который, во-первых, которым мы занимаемся, мы его учим. Мы ищем материал, мы просматриваем кучу роликов, прослушиваем кучу песен. Для нас это и для нас язык стал абсолютно живым. И это как бы большая трансформация вот для нас языка идиш от мертвого языка, которым никто не говорил. По крайней мере, мы не являемся носителями языка. Это, в принципе, за это нас иногда очень сильно ругают, потому что заметно, да, что мы не говорим на идиш с рождения. С другой стороны, мы учимся, мы совершенствуемся, мы работаем. И как бы для нас вот это все как бы произошел как бы такой вот процесс. Заодно мы заметили, что действительно, да, в Израиле сейчас появляется очень много коллективов, ну, очень много в рамках нашей страны, которые начинают петь на идиш, начинают играть на идиш, начинают делать свои какие-то интерпретации, точно так же, как и мы, в принципе, работают, находят и добавляют что-то свое, какое-то свое звучание в уже известной классике. И То есть ренессанс в некотором роде идишской для идиш, культуры? да. Мне кажется, что сейчас такой период, что идиш становится... Ну, сложно сказать, что идиш становится популярным, но он становится языком, на котором люди не боятся петь, не боятся казаться устаревшими, не боятся казаться ненужными. Да? Потому что идиш нужен, идиш хочется слышать. И не только нам, я надеюсь. Вот. И, судя по нашим слушателям, то им, мне кажется, тоже. Лиза? Я обычно... У нас круги общения отличаются. Ну да. Просто сейчас будет любимая шутка коллектива. Она еще актуальна ровно 2 недели. Да. Мне все-таки 29. А всему остальному коллективу уже 40. Поэтому мы все время шутим на эту Когда тему, надо их да. побесить, я это упоминаю. В общем, когда я рассказываю друзьям, знакомым, что я пою на идиш, они такие: ух ты, идиш, а почему? Нет такого, что идиш.
Вы такие, ух ты, классно, а где вас можно услышать, где можно послушать, где вы выступаете. Люди живо интересуются. Это не то, что, боже мой, вспомнили песни бабушек. И, кстати, на самом деле то, что это песни наших бабушек и дедушек, это тоже важно, потому что многих это возвращает в детские воспоминания, в какую-то ностальгию. Видишь, прям улыбки на лицах, люди подпевают и танцуют. У нас есть замечательная фотография из концерта в музее идиша «Юнг Идиш». И там очень атмосферная фотография, что паренек с пейсами на фоне нас на сцене, он тоже там танцует, ему нравится, он подпевает. Это настолько рядом чувак с здорово. растами такими. Да. То есть Там было настолько очень... разная публика приходит на концерты. Извини. Ты продолжил мою мысль. Да. Можешь её продолжать. Да, давайте тогда о жанре поговорим. Вот вы сказали, что исполняете песни бабушек, но при этом в интернете о вас пишут, что вы неоклейзмерская группа. Как вы относитесь вообще к пересечению жанров и к жанровым рамкам в принципе? Ну, пересечение жанров — это наш хлеб, можно сказать, да, то есть это то, что нас притягивает в этой музыке, то, что нам нравится, это то, что мы делаем. То есть мы берем, иногда берем какие-то классические вещи, иногда даже что-то сами пишем, и мы все это делаем через призму нашего восприятия музыки, да, то есть у каждого есть свой какой-то музыкальный багаж, все музыканты, которые играют в группе, уже играли не в одной команде до этого, и все это так вот смешивается, перемешивается, перемалывается. Ну, вот как вот такой вот маленький микроизраиль, который в себе взял, как называется, в себя впитал все, потом перемешал, и вот среднестатистический израильтянин, как бы, да. Вот, мне кажется, что наша музыка, она такая. Поэтому мы неоклейзмеры. Лиза, вы чувствуете себя неоклейзмером? Да. Но на самом деле вот эти жанровые рамки, они весьма условны, потому что есть песни, где я очень топлю, чтобы мы там добавили чуть больше джаза, потому что мне нравится, и мне кажется, что это подходит. У нас каждый раз споры, притирки, какие слова из песни взять, да, Саша? Да. Потому что иногда находишь разные... Та же самая песня может звучать на разных записях абсолютно по-разному. Могут быть разные варианты слов, и вот у нас был прям такой спор, один из немногих, когда мы прям с лбами столкнулись, и я победила. Еврейские мужчины умеют уступать. Да-да, последний спор. Да-да. Продолжайте. И я нашла слова, которые мне показались более интересными, более как-то с большей смысловой нагрузкой, что ли. Потому что мне не очень интересно брать песню по принципу вот это вот точно запомнится, это вот просто там выкрикивать из зала. А для меня все-таки музыка — это про что-то большее, это и про смысл, который был заложен. Плюс мы, да, стали и обращали внимание, и очень продолжаем следить за тем, какие слова мы поем, правильно ли мы их поем. Да, бывают ошибки, но наш путь чуть-чуть сложнее, потому что у нас нет ни одного человека в команде, который говорит на идиш, который... Понимающие есть, да. Понимаем мы все, даже если это очень прикольно, потому что с идишем это работает на уровне какой-то генетической памяти, что ли. Что когда ты поешь что-то, или даже когда пою я хотя бы, я знаю, о чем я пою, слышишь новую песню, и на каком-то подсознательном уровне ты понимаешь, о чем она. То есть потом проверяешь, о чем она действительно, там, по каждому слову, что происходит. Понимаешь, что да, вот это вот ты понял из этого. Это очень интересный процесс, потому что никто меня не учил. В моей семье никто никогда не говорил на идиш. Все, кто могли, я с ними не встретилась. Так сложилось. Ну, кстати, о смыслах хотелось отдельно спросить. Как вы относитесь к аудитории, которая воспринимает ваше творчество как просто повод отвлечься от реальности, такой вот просто метод, отдых от того, что происходит, просто развлечение? И с другой стороны, как вы относитесь к тем вашим слушателям, которые ищут глубинные смыслы в текстах и музыке, которую вы исполняете? Мне кажется, мы любим и тех, и других. И я надеюсь, что и те, и другие любят нас. Вот. А по поводу... Я вообще за то, чтобы люди приходили к нам на концерт, и на вот эти вот 1,5-2 часа, которые мы играем, чтобы не забывали обо всем. Пусть вот мы играем, они дома оставят свои проблемы, все, что им мешало, вот они пришли, мы сыграли концерт, они побыли на этом концерте, получили удовольствие, получили заряд энергии, который мы им со сцены отдаем очень много энергии, как бы мы выходим со сцены, мы все мокрые, и это прям вот чувствуется, что каждому из нас как бы это важно, чтобы вот эта вот энергия, которую мы передаем, чтобы она достигла цели, да. И
Поэтому я только за, чтобы люди приходили, оставляли весь суматоху дня, оставляли то, что называется, дома, где-нибудь за спиной, а приходили к нам, получали тот заряд энергии, который потом сможет им помочь двигаться дальше. Потому что это именно то, что, мне кажется, важно для перформера, для выступающего человека. Ты что думаешь по этому поводу? Я думаю, что вы спросили конкретно про нашу музыку, но ведь это же происходит не только с музыкой на идиш, которая действительно достаточно... Не каждый человек будет говорить на идиш, не каждый человек, которого мы встречаем, говорит на идиш. Но то же самое же происходит с песнями на английском, на французском, на иврите. Часто мы слушаем какую-то песню, мы не вникаем в то, о чем она. То есть мы можем выхватывать отдельные слова, но если условно я слушаю условную песню на французском, в принципе, я не имею представления, о чем она. Только если специально не посмотрю. Но если она мне нравится, если она мне приносит удовольствие, то за этим мы этим и занимаемся. Для этого мы занимаемся музыкой, чтобы дарить удовольствие и получать удовольствие от процесса. Что ж, давайте сейчас попробуем получить, не попробуем, я уверен, что мы получим удовольствие от процесса. Мы попробуем. И сыграйте, пожалуйста, нам последний ваш хит, я так понимаю. Нет, это будущий наш хит. Будущего. То есть мы рискнем и сыграем что-то, что мы еще, в принципе, еще даже не играли с группой, хотя эта песня довольно хорошо известна. Мы пойдем, как всегда, рискуем. Кто не рискует, тот не поет на идиш. Итак, сокращенный состав группы Gefühlte Drive в эфире RTVI. Пожалуйста. gezond, ken mijn glücklich, nur gezond, ken mijn glücklich, wie gezond, ken mijn glücklich sein. Вау, вау, спасибо, спасибо большое. В двух словах я услышал, разобрал слово «гезунд». О чем эта песня? Здоровье. Здоровье. Мы этой песне желаем здоровья, а бегизунд, чтобы вы были здоровы. Всем. Чтобы все мы были Чтобы все здоровы. мы Отличное были пожелание здоровы. под занавес программы. Большое спасибо Спасибо за ваш вам. визит. Спасибо вам. Спасибо огромное. Приходите на концерты.